По данным Черноморэнерго, в среднем 350 миллионов киловатт-часов в год потребляет майнинг. В настоящее время порядка 40,5 мегаватт в Абхазии расходуют аппараты по добыче криптовалюты. Черноморэнерго усиливает рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов осуществления деятельности по добыче криптовалют по всей территории Абхазии. Их потребление в годовом разрезе составляет практически 50-60% нашего сегодняшнего дефицита, который сложился у нас в республике. Так дальше продолжаться это не может однозначно. Республика оплачивает огромные деньги для того, чтобы более или менее население Абхазии и наше государство не оставалось без электроэнергии. Но в то же время люди, пользуясь этим, зная, какие большие ресурсы уходят на обеспечение Абхазии электроэнергией, все равно продолжают заниматься незаконной добычей криптовалют. На сегодняшний день у нас созданы очень большие смежные группы, там и силовики, и наши представители, и представители администрации на местах будут вынуждены проводить рейдовые мероприятия. Придется заходить, наверное, проверять каждый дом, который будет вызывать подозрения по работе. При обнаружении майнинга майнинг будет изыматься, конфисковываться без возврата. Так что я обращаюсь сегодня к той части населения, которая занимается этим делом, с просьбой, с предупреждением: лучше выключите сейчас. Дайте людям пережить зиму. У Черноморэнерго есть техническая возможность выявления повышенных нагрузок по фидерам, то есть линиям, и, соответственно, отключать их. На сегодняшний день самые высокие нагрузки приходятся на столицу и Сухумский район – 12,5 мегаватт, Гудаузский район – 9 мегаватт, Гагрский район потребляет 7,5 мегаватт, а Чимчирский – 5,6 мегаватт, Тхорчалский район потребляет 3,2 мегаватт, в Гурыбском районе – 1,8 мегаватт. И самые низкие показатели в Галском районе – 0,5 мегаватт. Тратя такие огромные ресурсы, у нас ни для кого не секрет, что 570 миллионов рублей уже было оплачено государством за переток с Российской Федерацией на сегодняшний день. Из них 160 миллионов это были средства Черноморэнерго непосредственно. Но проблема в том, что нужно еще очень много денег для того, чтобы мы смогли пройти, пользуясь случаем, обращаясь к населению, закрыть, погасить свою задолженность за потребленную электроэнергию перед Черноморэнерго. Это даст нам возможность еще на какое-то время обеспечить нашу страну электроэнергией. Так, для этого тоже мы вчера буквально провели совещание, тоже созданы усиленные наши контролерские группы, будем ходить, взимать оплату за электроэнергию. Сегодня надо сконцентрировать. Мы практически остановили все свою хозяйственную деятельность на сегодняшний день. Даже заработную плату не весь коллектив еще на сегодня получил, потому что все средства у нас уходят на обеспечение перетока для республики. Сами знаете, что стоимость перетока очень большая за 1 киловатт-час. Это в среднем от 4 до 5 рублей в зависимости от времени суток и рабочих, нерабочих дней. Покупая по 4 рубля в среднем, хотя бы эти руб 40 или руб 80 мы должны получить, чтобы как-то ситуацию скрасить. Переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря. От 4 до 5 миллионов рублей расходуется на 1 миллион киловатт-часов электроэнергии, которую потребляют незаконные майнинг-фермы в сутки. По словам гендиректора Черноморэнерго Тимура Джинджоля, большая часть незаконной добычи криптовалюты в Абхазии – это бытовой майнинг, хотя не исключено и наличие крупных ферм. Сегодняшний майнинг, по нашему видению, по нашему проведенному анализу, это 97-98% бытовой майнинг. Что такое 1-2 машинки? 1-2 машинки ничего. Но когда через дом стоит по 1-2 машинки, суммарно дают они такой ущерб нашей отрасли. И приводят нас к сегодняшнему кризису, в котором мы сегодня находимся. И с этим надо бороться. Просто на это дальше
не реагировать мы не можем. График веерных отключений пока остается прежним, без изменений. Черноморэнерго призывает население Абхазии с пониманием отнестись к существующей проблеме и как можно рационально потреблять электроэнергию. Кроме того, в Черноморэнерго работает горячая линия по номерам 730-02-20, 930-02-20, куда можно позвонить и сообщить об известных адресах, где незаконно установлены аппараты по добыче майнинга криптовалют. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.